Причина многолетней мерзлоты не результат паводка или наводнения, как считалось ранее, а Тукуланах. Такую теорию выдвигают ученые по итогам Кызылсырской экспедиции прошлого года. Если они смогут дать точный ответ на вопрос о возникновении мерзлых пород, то знания могут перевернуть все имеющиеся представления о строительстве в условиях многолетней мерзлоты. С подробностями Розалия Борисова. Так называемая флювиальная или акватеория о возникновении многолетней мерзлоты многие годы была единственной, хотя и весьма сомнительной. Она не объясняла исчезновение мамонтов. Было непонятно и то, откуда возникло столь большое количество осадков, но все пробелы оставались незаполненными. За все это время Тукуланы считались незначительной нестыковкой, но, как оказалось, именно они – главный компонент сегодняшней Едомы. Якутия была большой пустыней, и это стало причиной образования ледового комплекса. Об этом сегодня говорят участники Кызылсырской экспедиции. Одной из главных находок прошлого года является сеть подземных озер с внушительным объемом пресной воды. Дебит его порядка 100 литров в секунду. Это около 100 тысяч кубометров в сутки пресной воды. Представляете, в центральной Якутии, где осадок на 200 миллиметров, и вот такие источники ледниковой воды, пресные воды, причем, значит, минерализация около 40 миллиграммов на литр, то есть, по сути дела, это дистиллированная вода. Но уникальность химического состава этих ледниковых вод является то, что в их составе присутствует кремокислота в количестве почти 40 миллиграммов на литр. Разрушение домов, многолетняя борьба с проблемами на дорогах останутся в прошлом, если ученые получат точный ответ. Исследования могут перевернуть все существующие фундаментальные знания о строительстве в условиях многолетней мерзлоты и предложить пути ее решения. Вместе с тем, Тукуланы открывают совершенно новые возможности. Возможно, какое-то сельское хозяйство интересное, потому что там, во-первых, это тепловые массивы. У них температура нагревает, есть такое понятие, как сумма положительных температур грунта в агротехнике. Вот они совершенно кардинально отличаются от всех других прилегающих территорий, и там возможны какие-то новые технологии вообще. То есть температура почвы на глубине полуметра 24 градуса стоит. Дюна как отличный строительный материал. Бесценен состав песка. Он на 99% состоит из кварца. Это уникальный химический состав. Чистый стопроцентный кварц в природе просто не встречается. А его у нас больше, чем достаточно. Только на территории центральной части республики. Известны пустыни общей протяженностью в 300 квадратных километров. Розалия Борисова, Сергей Васильев, НВК Саха, Якутск.